Добрый день, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции, добрый день, уважаемые журналисты, гости, дамы и господа. Пресс-центр Кипрских всегда рад видеть вас. И разрешите начать пресс-конференцию на тему, значит, я, наверное, это скажу, да, это заявление гражданки Чинары Султанбековой. Мы устали от неправды, грязи и дезинформации, которая публикуется в соцсетях от гражданина Турции, инициалы тоже назову, да? Али Салих Соглу, да? и Фло Соглы. Защитите нас. Значит, эта пресс-конференция касается такси. Участники сегодняшней пресс-конференции это Савченко Евгений Михайлович, адвокат, и Эрнис Ахматов. Я являюсь отцом Султанбекова Чинары. Пожалуйста, кто из вас первый? Я начну, наверное. Кыргызчаны айтам. Саламатсыңарбы, урматтуу журналисттер. Мен биринчиден өзүмдү тааныштырып кетейин. Менин фамилиям Акматов Эрнисбек. Мен Таксим кафесинин хозяйкасы Чинара Султанбекованын атасы болом. Анын кичинекей үйүндө балдары болгонуна байланыштуу анын атынан мен пресс-конференцияга келген суроо катышып жатам. Экинчиден, бул кафенин байланыштуу талаштоо маселесинде дагы менин бир тууганым Жогорку Кеңештин депутаты маркум Алмазбек Акматовдун дагы аты туура эмес, атына да туура эмес пикирлер айтылып калды. Ошо боюнча дагы мен маалымат берип кетейин дегем. Анткени бул Таксим кафенин арендатору Али Салих Иплосаглы калпагын кийип алып, ак үйдүн алдына барып, көк үйдүн алдына барып, ыйлап, биздин тиешеси жок эле менин туугандарымды кириштирип, ошо агамды, депутат агамды кириштирип, и так эле өзү ооруп аткан Сахарбар агамды кириштирип атып, ошо артына жаман пикирлерди калтырып, ошолордун баарын жаман маалымат берип, туура эмес пикирлерди берип, ошону дагы айтып кеткенин эл астында айтып коеюн дегем. Эме бул Таксимге тиешелүү маалымат берсем, урматтуу журналисттер, бул өзү негизи менин өзүмдүн кайненемен кызыма Султанбекова Чинарага берилген, мурас катары берилген кафе. Бул 2010 жылга чейин кызым кичинекей болгонуна байланыштуу бул кафени жубайым иштетип келген. 2010дон баштап бул турктун жараны Али Салих Иплоскага договор аркылуу арендага бергенбиз. Арендабыз 2020 жылы ноябрь айында бүткөн. Биз кафени бергенде, бул турк жаранына бергенде, биз 100 эле квадрат кафе бар, 100 квадрат летний площадка менен бергенбиз, 20 000 сом баа менен договор бергенбиз. 20 жылга чейин, мына азыркы күнгө чейин биз аренданы көтөргөн да эмеспиз, аренда договорду бузган да эмеспиз. Мына акырында, эң агында мына суроого аренданы бүткөндө биз мыйзам түрүндө кафени кайтарып алууну маселени талап койсок, бул турк жараны чыккысы келбей, ар кайсы амал менен соцсеттерге чыгып, ыйлап, атып кетти, анан коркутту, анан мындай, анан түрк жараны деп эле ушундай соцсеттерге аябай чыга баштады да. Биз эме бул менен көп эле эметпейли закон түрүндө кылалы десек, бул уламын соцсеттерге чыкканына байланыштуу биз бенге келгенибизге туура көрдүк. Бул 17 жылдан уруксаты жок, 17 жылдан бары биздин уруксаты жок. Экотех инспекциянын уруксаты, архитектуранын уруксаты жок. Өз билгендей чоңойтуп куруп алды, муниципальный жерге куруп алды. Анан бизди экотех инспекция 17 жылы сотко берди. Сотко бергенде, соту Иплосаглыны берген жок, бизди берди сотко. Соттун штраф эмелери, экотех инспекциянын штрафтары бүт бары менин кызыма келип атат. Соттун решениясы 2020 жылы ноябрда чыкты. Мына бузулсун, биринчи первоначальный видке келтирилсин деген соттун, Ленинский соттун решениясы бар. Андан сырткары биздин договорубуз 20 жылы ноябрь айында бүттү. Мына договорубуз бар, 20-дын 18 ноябрында бүттү. Андан сырткары бул бизге обязательство жазып берген.
аренда албасаңар 23 майда аренда обязательство жазып берген, аренда албай дагы мага 1 жыл убакыт берсеңер, мен 15 январда кандай силерден аренда калсам ошондой өткөрүп берем деп обязательно нотариально с переводом жазганбыз. Анткени бул мен по-русски не понимаю, орусча түшүнбөйм деп кээ бир жерден да ушундай амалдуулар немелерди жазайт, ошон үчүн биз нотариально бүтүргөнбүз. Вот. Yani üçüncüden bu bizde canagı emeni kuruluşluk kurganга разрешительный документ жазап берем деп $70.000 бергем деп жалган жала жабатпайбы мага. Ошол жала жапкан ошолуки $70.000 деп берген бул 700 сом эмес да, жөн эле берип койгондой, жөн эле нотариальный эмес, же распискасы жок, жөн эле берип койгондой бул жөн кичинекей акча эмес да бул. Бул анын тескерисинче бул кайра бизден bundan albayla bu bizden akça algan, mana notarialna özünün kolu menen buna $50.000 algan, dağı emetmesinde buna ofitsialny emeden переводу menen mana mende turat. Jurnalistler bersenger bizden kolunsa şunday dokumentler var. Sottun решениясында аткаргысы келбейт. Соттун мыйзам менен эсептешкиси келбейт. Ар кандай амал менен, ар кандай жол менен чыккысы келбей эле мына ушул кафеден иштегиси келип, сотту кийинки станцияга берип, жолдорун таап ушундай кылып атат. Анан сууну өчүрдү, светти өчүрдү, агасы, депутат агасы деп агамды жөндөн жөн тиесеси жок агамды кириштирип менден. Светти өчүргөнү экотехинспекциянын лабораториясынын негизинде эрежелерди бузган коопсуздук негизинде, элге коркунучтун негизинде экотехинспекция менен өчүрүлгөн суусу. Свети, суусу болсо тогузу эме менен эрежелерди бузган, бүт эмес менен несоответствие менен болгон менен арыздын негизинде суусу өчүрүлгөн. Вот ошондой эме ошол анан бул баары эле мыйзам түрүндө эле биз эме мыйзам бүтсү, мыйзам түрүндө мына договор бүтсү, эме бошотуп бериңиз. Биз мыйзам түрүндө алалды эле чыкканын талап кылсак эле бул соц тармактарга, ар кайсы соц тармактарга чыгып эле, ыйлап эле, туура эмес маалымат берип эле, ар кайсы ак үйгө барат, мэрияга барат, таптакыр туура эмес маалыматтарды берет. Мен договорум бар, 25-жылга чейин деп айтат, 25-жылга чейин договорум бар деп айтат, бул менин кафем деп айтат, менин жерим деп айтат. Түшүнбөй калдым, биз эмне кылышыбыз керек? Же договор бүтсө чыкпаса, соттун решениясын укпаса, обязательствоны кылбаса, колунда расписканы кылбаса, биз дагы каяка барышыбыз керек? Биз ушул келип мен ошо кызым чарчап бүттү ушул. Же өзүнүн мыйзам түрүндө кафесин ала албаса, анан айла жок ушул АКПРСке ушул маалымат берели деп келдик. Ушунун артынан мен өзүмдүн агам ушул Сахара менен Сахара көтөрүлүп, өзү эле инсульт алган, мунун атын жалган каралап, саралап, жалган нерсенин баарын айтып атып, мына агамды да жоготтук. Мен ушу келген себебим эки себеп менен келдим. Биринчиден ушул мыйзам түрүндө кызымдын кафесин алганга мыйзам түрүндө өткөрүп бергени, экинчиден ушул агамды каралап, ошо агамды жалган пикир кылган үчүн ушул элдин алдында ошо агамдын эмесин айтып коеюн деп келдим. Калган мыйзам түрүндө суроолор болсо, мына биздин юрист жооп берсин. Апамдан $50.000 алган деген, сиздин апаңыздан алып алыш керек. Апамдан мына распискабыз бар. Ушунда конфликт башталган экен да демек. Конфликт башталгандан кийин. Эмне үчүн ошол Эмени конфликтке чейин алганбы? Мына ишилсе числосу бар буякта мына. Апамдан бизнесимди өнүктүрүп, апам 75те, биз менен азыркыга чейин иштейт. Тың апабыз бар. Анан бул квартирасын сатканын билип, бул биз менен билчи, ошону саткан маалыматы менен берип, апамдан сурап алып кеткен мына распискасы. Да. Выступайте или вопросы? Давайте сразу с вопросов тогда. Скажите. Ситуацию. Я сегодня пришел как бы. Вот как тут, как вас?
Наталья, вы всех в курсе. Вот Кактус Медиа свое расследование они делали. Когда они, Кактус Медиа, пошли туда, в этот Таксим, они попросили, предоставьте документы, даже время дали им, предоставить документы о право собственности, договор аренды, что какие-либо документы показать. Он не смог им ничего не предоставить. Он им говорил, есть, он никогда правду не говорит. Ешқашан шынды айтпайды, алдайды, заблуждение вводит людей. Всех, вот, біздің госоргандардың барын, экотехинспекция, водоканал, Северелев, всех заблуждение вводит. Даже Шихмаматову он заблуждение вводил. Мы потом пошли, ему все вот это бумаги показали, он был в шоке. Он был в шоке, он ему даже позвонил, что его вот то, что он не соответствует действительности, он ему так даже и сказал. Можно, извините, можно, пока вы не перешли один вопрос сюда? Посмотрите, вы же его уже выселили, правильно? Нет, мы его не выселили. Нет, вот он делал заявление о том, что не инвестирует. он только делает заявление, он всегда так обманывает, заблуждение вводит. А моей дочери он звонит, что он не уйдет, что он 2 года еще будет сидеть. Вот у него воды нету, у него сейчас света нету. А он работает, вот можете сегодня работает. Я хотел бы обратиться в санэпидстанцию, куда они смотрят. Они ждут тогда, когда люди отравятся, да, или там пожар произойдет. Там электричество, вот это все не соответствует нормам. Вот, да, этом, да, он не освободил капу, он до сих пор, он воду носит, сейчас во время пандемии, да, не дай бог, сейчас, если кто-то будет заболеть, опять мы будем виноваты, как, моя дочка будет виновата, как хозяйка. Все штрафы, все это приходит не к нему, он нарушает закон, а все штрафы приходят моей дочери. Добрый день. Я сегодня тоже пришел поддержать своего клиента, попросил, потому что у него тоже накипело. Он решил дать тоже пресс-конференцию, потому что устали они от того, что как раз таки оппоненты Флазоглу Али постоянно выкладывают в интернете дезинформацию. Решили выступить. Вступила в дело относительно недавно, только вот на 2-й инстанции. Что выяснилось, что благодаря как раз таки стараниям представителей и Флазоглу Али дело рассматривается в Ленинском суде. С января было подано 2018 года исковое заявление. Решение было вынесено только в ноябре 2020 года. То есть чуть ли не 3 года, благодаря затягиваниям процесса злоупотребления своим правом, решение долго не выносилось. На сегодняшний момент данное решение было также им оспорено в городском суде. При этом на момент уже вынесения решения никакого основания законного на то, что он там может находиться, занимать это помещение, у него уже нет. Договор уже истек. Тем не менее, он опять же злоупотребляет правом, подает, обжалует. Вступили мы в городской суд, они опять необоснованно ходатайство подают, чтобы обжаловать его в Верховный суд. Вот мы уже еще круг очередной делаем, Верховный суд отказал ему. Дело сейчас направлено в городской суд. Вот ждем тоже решение какое-то, надеюсь, будет законное. Также хотел бы отметить, что параллельно вот с моим клиентом, с его дочерью тоже представляя интересы, со стороны Флазоглу Али пишутся необоснованные заявления в правоохранительные органы. В частности, сейчас с Генеральной прокуратуры в ГКНБ спустили одно дело о якобы мошенничестве, в котором он указывает, что он потратил на постройку данного кафе из легких конструкций 100 миллионов сомов. Помимо того, говорит, что помимо того, что он потратил на постройку данного кафе, еще отдельно 5 миллионов он передает вот непосредственно как семье, да, получается. За что он не говорит, просто также указывает отдельно еще 70 тысяч долларов, фигурирует, при этом никаких документов нет. Почему у нас не запрашивают документы у него, подтверждающие, мне тоже пока непонятно, но следственно решит вопросы. Также нам из средств массовой информации стало известно, что аналогичное заявление еще находится и в ГУВД города Бишкек. Нас туда пока еще никто не вызывал, то есть какая там ситуация, мы пока еще сами не знаем. Везде голословное заявление, никаких документов, пока мы подтверждающих его доводы, мы нигде еще не видели. Вот поэтому тоже мой клиент решил выступить, потому что уже устали терпеть и ходить по всем органам, потом оправдываться. Также вот хотелось отметить, что относительно уже в этом году, получается, в 2021 было произведено отключение электроэнергии из-за нарушения опять проводки, там высоковольтная была неправильно, отключили, но, как мы видим, его несколько раз приходили другие сотрудники Северэлектро и опять отключают. При этом он везде указывает, что вот именно наши клиенты используют какие-то свои ресурсы,
подключают своих знакомых, говорят, что там занимают различные должности, поэтому они пользуются этим, подключаем, но на практике видно совсем другое. То есть одни сотрудники еле как отключают. Законно Тут, отключают, да, на он законных незаконно основаниях подключает. Так есть 3 раза свет подключил, так же и с водой. наряды на отключение, приходят, отключают, через буквально несколько часов приходят другие сотрудники, либо на следующий день подключают. И аналогично тоже с Бишкек водоканалом. То есть, мы даже заснимали на видео этих сотрудников. Оказалось, что это тоже сотрудники водоканала, которые Бишкек водоканала приходили. Вот тоже, думаю, с этим заявлением мы еще не обращались в органы, но, наверное, стоит уже обратиться, чтобы какие-то меры были приняты. То есть везде прикрывается том, что он является инвестором якобы. И то есть политизирует данную тему на отношениях Кыргызской республики с Турецкой республикой, и на этом фоне пытается как бы злоупотреблять своим правом, при этом нарушая другие права, да, забывает. Почему вы как адвокат не подаете на выселение? Мы- Год прошел уже, Ну, пока мы такое решение не принимали, вот мы надеемся, что сейчас городской суд вынесет решение, затем будут основания законные, чтобы производить снос этой незаконной постройки. а какое решение нужно вынести? Суд вынес уже, Ленинский суд уже вынес решение, но оно еще не вступило в законную силу, вот, обжалуется, потому что в городском суде, после того, как городской суд вынесет решение, то оно есть вступает в гражданское силу. дело, вы знаете, да? Нет, вот, не по выселению, по сносу постройки. То есть мы по пока не сносу, видим. Это только по сносу Снос идет. постройка, это хорошо, это госинспекция, что не Да. дает муниципальную землю. Если вот вы собственники земли, то есть либо арендаторы, почему вы не подаете в суд вообще на его выселение, а не на снос постройки? Ну, смысл, если будет снесено, зачем выселять из снесенного помещения? Пока вот нету непонимания. Не только какие-то часть постройки, а Нет, там есть законная постройка, которая вот изначально издавалась, это 100 квадратных метров, из-за которой как бы и была, да. Он незаконно расширил. построил вокруг помещения, и то есть если данное помещение будет сноситься, то зачем сейчас затеивать иск опять о выселении из этого помещения, которое подлежит сносу? Ну, Чтоб если это оно он- снесется, чтоб то вот зачем это выселять? Чтобы он не идти, он всякие вот это амалдарды, всякие приемы придумывает, чтобы не уйти. Что я ему обещал документы делать, что я у него деньги взял. Ну так, голословно. А вы смотрите, последний раз Вопросы? Вот, также в милицию поступало заявление с вашей стороны, Мгм. что угрозы, да, вам? Угроза, это есть, да, дочка обратилась в Ленинскую РУВД об угрозе, он и ночью звонит, угрожает по WhatsApp, он, наверное, думал, что мы не записывали, мы все записывали, и это факт есть в телефоне, факт угрозы есть, мы это ждем, когда уже следствие пойдем, на месте покажем, да. А как именно он там угрожал? Что он сожгет кафе, что он себя сожгет, что он ее сожгет, мою дочку. Вот такой вот такие вот, он себя сожгет, у тебя ты маму пожалей, там туда-сюда. И в результате, что он хочет добиться, да, в результате один, пожалуйста, продлите договор. Мы не хотим с ним продлевать договор. Он на- И можно еще раз, вот я повторю, Да, наверное, да, вопрос. пожалуйста. Он вам когда Вот так. вашими подзащитными, он сколько платил за аренду? Просто он в заявлении указал, что я- Смотрите, земля в аренду не передавалась вообще, по договорам передавалась только Султанбекова Чынар является владелицей, получается, строения. Там раньше кафе «Балтика» было, оно сейчас, получается, внутри этого помещения находится. Площадью 100 метров 100 квадратных. квадратов. Да. А в Вот данный момент кафе работает, да? кафе работает, да. Вот несмотря на то, что свет отключенный был, воды до сих пор нету, кафе все равно функционирует. Мне кажется, вопрос. Смотрите, почему тогда он заявляет о том, что кафе закрылось? Он это специально так делает, я его не пойму. Он говорит, он так у нам, вот так как же, как в обязательстве. Вот он 15 января сказал, что уйдет, первоначальный вид проведет, нотариально, еще он не платил аренду год, и он же отказывается также, вот не уходит же он. Он вот бумага, и отказывается от бумаги, а от голословного он спокойно может отказаться. Он выступил, что уйдет, а он не уходит, он работает, пожалуйста, проверьте. Я переживаю, знаешь почему? Сейчас завтра отравится там что-нибудь, там ни воды нету, ни света нет, он это, не знаю, как посуду моет, да? Завтра, если отравится будет, опять на мою дочку придут претензии. Я вот заранее предупреждаю, там можете даже посмотреть, там высоковольтная линия по воздуху проведен незаконно, никаких документов, никаких проектов. Лаборатория делала исследование, отключила, он там генератор включил.
и бензином работает, ни воды нет. Что-нибудь случится, он завтра скажет, что я это сделал. Я вот заранее предупреждаю. Он на все может, что он может придумать. Я ему уже не верю. И я вам официально заявляю, мы требуем только закон. Закон для турецкий он гражданин, Турцияның жаранолуы, Кыргызстан жаранолуы, мыйзам для всех должен одинаковый быть. Для Али работает, для других не работает, так не пойдет. Мы реагировали. Он не слушался нас, я же вот пишу, он не слушался, он меня не слушался. Он суд даже, вот, он не хочет считаться законом. Он нашим законом не хочет. Хозяин получается. А? А в небе ваши лекции хозяин снега. А вот я когда, вот закон этот, как его, вот аренда закончилась, аренда, да, мои дети пришли с супругой сюда в кафе, уже все, хотят сами работать. Он же вызвал ГБР, уважаемый журналист, он ГБР вызвал. На какое основание он ГБР вызывает? Он прям с автоматом этот самый ГБР вызвал. Мы собственную, свою собственную, дочка не может в кафе зайти. Это, он с 2010 года арендодателем является. 10 года. А он нарушил вот эту стройку в 17 году. Смотрите, он же конкретно заявляет, что вот эту постройку как раз таки незаконно, что он якобы вам дал деньги, чтобы вы узаконили. Вот я и об этом сейчас объяснил. $70 тысяч это не 700 сомов. У него есть это подтверждающий документ, пусть меня покажет. Он это голословно говорит, потому что вот он, наоборот, он у нашей мамы, вот в офисе, вот у нашей мамы, вот взял $50 тысяч, он здесь написано, даже вот переводом, официальному перевод сделали, он написал вот в 2018 году 11 тысяч отдал, 39 остался. Вот этот он туда связывает эту сумму. Причем частично, когда погашает, он расписки берет, что он там 2000 отдал. То есть на 2000 он берет расписку, а на 70 тысяч как будто не берет расписку. Я вам скажу, со стороны посольства Турции. Мы обратились, да, дочка моя обратилась в посольство Турции. Мы пошли, там помощник Атыши вызвал, он посмотрел все документы, сказали, дорогая, мы вмешиваться туда не будем, вызывайте полицию, он нарушает кыргызский закон. Его за шкирки с полицией вытащите, говорит. Мы написали и туда, турецкое посольство, дочка пошла, поговорила, и посол сказал, что он вот это все видел, он не вмешивается сюда, сказали, вызывайте полицию. Какие ваши... Вы просто сейчас даете пресс-конференцию, чтобы предупредить, что если что-то произойдет, вы не виноваты, да? Да, мы пресс-конференцию, почему мы даем, мы хотим, на законном основании, чтобы он вышел с кафе, договор аренды закончилась, все, он там никто, уже 3 месяца он сидит без договора, и все, свет нету, ничего нету, он работает, куда налоговые смотрят, куда пожарные смотрят, куда экоты, куда санэпидстанция смотрит, я вот не могу понять. Сил нет у нас, мы с ним драться же не будем. Если драться будешь, он опять начнет. Он и так у меня вот брат Сахар вот ушел, вы в курсе, наверное, да? Вот он везде говорил, что он вмешивается. А этот брат, как он может вмешиваться моей дочери, матери, это Ханина, моя тещина кафе, какой он будет вмешиваться? Если вмешиваться, пожалуйста, спросите это в органах, вот как он вмешивался. Это просто голословно, чтобы не уйти, ему кто-то это подсказал, или адвокат, или кто-то подсказал, надо вот говорить брату, скажите, чтобы сенсацию хотел делать, и все. Он же обвиняет Жолдошбаева, что он... Мы вообще к этому, этот Жолдошбаев, вообще к этому не причастны, мы его даже не знаем его. Я его лично не знаю, и моя дочка не знает его. Какой-то он еще какой-то, ну если он говорит, что Жолдошбаев пришел, там его побил, там ногу стрелял, пусть он заявление напишет. Ну почему это должен он говорить, наше имя портит, и так он испортил брату, да, пусть пишет заявление. Я думаю, милиция разберется. И он везде говорит, что вот меня угрожали, мне стреляли, мне ногу, да, ну пусть напишет заявление. Я так думаю, все должно быть в рамках закона должно быть. Если мы ему угрожали, пусть покажет. Вот мы ему покажем, да, он нас, дочку угрожал, у нас есть факт, покажем.
Çıkma этот. Çıkma этот. Он не хочет идти, ана усташалась болмады. Соттун мына чечимин көрсөттүм го, соттун чечими бар. Вот решение суда бар. Решение суда есть. Привести первоначальный вид. Это экотехинспекция дает суд не на турка, а на Чинара Султанбекова подает, чтобы она привела первоначальный вид. Все штрафы к моей дочке приходит. И решение суда вышло снести. А он же не сносит, он придумает на последний день, как бы продлить. Он городской суд апелляцию подал. По закону так оказывается. Мы сейчас в городском.